каждым годом время отдаляет нас от эпохи Владислава Ардзинба. Однако человеческая память заботливо хранит имя того, кто отдал жизнь служению Родине. Из поколения в поколение мы всегда будем говорить «наш Владислав», подразумевая одного единственного. Владислав Ардзинба пришел в политику из науки. Он достиг больших успехов в изучении древних народов Малой Азии, в частности, исчезнувших хеттов. По его признанию, он не представлял, что когда-нибудь, оставив любимое дело, займется политикой. Однако бурный исторический процесс, захлестнувший Советскую империю, а вместе с ней и Абхазию, распорядился по-другому. Точкой отсчета политической деятельности Ардзинба стало выступление на съезде народных депутатов СССР. Его знаменитая речь о положении абхазского народа взволновала тогда очень много людей. Интересен тот факт, что перед съездом партийная иерархия делала все, чтобы Владислав не выступил и не озвучил темы, которые не устраивали Грузию. А грузинские депутаты, в свою очередь, воспользовавшись его отсутствием, убрали в зале табличку «Абхазия». Владислав все вернул на место и выступил, несмотря ни на что, потратив времени ровно столько, сколько было отведено регламентом. Решение общегосударственных задач немыслимо без учета проблем и интересов всех регионов страны, независимо от того, где они находятся. Предусмотренный действующей Конституцией правовой статус автономной республики приводит к фактическому национальному неравноправию и неравенству. Такое деление народов на ранги является прямым наследием сталинизма, а также административно-командной системы, которая фактически ведет к унитаризации, что особенно отразилось на автономиях. А дальше началось самое страшное. Вооруженная агрессия Грузии и освободительная война 1992 года, которую возглавил Ардзинба, стали тяжелейшим испытанием для нашего народа. Уже будучи избранным председателем Верховного Совета Республики, он обратился с призывом к своим гражданам. Граждане Абхазии, сегодня совершена агрессия против нашей республики. Без какого-либо повода войска Госсовета при поддержке бронетехники и вертолетов с боями вторглись на территорию суверенной республики Абхазия. С нами хотят говорить только на языке пушек и автоматов. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. «Свобода Апсны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Григорьевич. Следуя его зову, люди обретали смелость, шли вперед и прорывали осаду. Ему приходилось работать на пределе физических сил. Каждая неудача и каждая смерть болью отражались в его сердце. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение для продолжения войны, решать вопросы тылового обеспечения тысяч беженцев. И, несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Все народы имеют право на самоопределение, в силу этого права они самостоятельно определяют свой политический статус, свое экономическое, социальное и культурное развитие. Вот это, то есть, право народа на самоопределение является частью прав человека. Мы на протяжении тысячелетий имеем свои определенные границы. Эти границы были, они могли меняться больше, меньше и так далее, но на протяжении уже столетий они определены как от реки Ингур до реки Псоу. Так что это наши границы, они признаны и зафиксированы, в том числе зафиксированы в конституциях и Грузии, и Абхазии, и Союза СССР. Причем в этих конституциях сказано, что территория автономной республики, даже бывшей, не может быть изменена без ее согласия. В результате войны Абхазия впервые за многие годы обрела свободу. Следующий этап, послевоенный период, для Владислава Ардзинба был таким же сложным, как и предыдущие. Были те, кто поддержал республику, в то время как многие международные политические оппоненты всячески выкручивали ему руки. Грозили, требовали, ставили ультиматумы. Руководству Абхазии во главе с Ардзинба приходилось преодолевать разруху. Ему удалось заново выстроить все институты государственной власти и заложить правовые основы для развития страны. Одним из важнейших моментов этого процесса стало принятие новой конституции.
Память о лидере, которого не стало, в 2010 году увековечена в названиях улиц, музеев, школы. А самое главное – в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы – герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Ардзинба. Эсма Голанзе, Фарида Джопо, Абхазское телевидение.